смертельную ловушку предположительно расплавленного гудрона на прошлой неделе попала корова. На этих кадрах, которые разлетелись в социальных сетях и мессенджерах республики, бедное животное, которое чуть ли не полностью в вязкой массе, еще пытается дышать. Все произошло на этой местности, об этом и свидетельствуют останки крупного рогатого скота, которые по неизвестной нам причине оставлены здесь и до сих пор тут находятся. Сейчас наша съемочная группа находится недалеко от Карахакского моста. Справа от нас находится то самое Гудроновое озеро, и прямо сейчас мы дойдем до этого места и все вам покажем. Не только корова стала жертвой ловушки из предположительно строительного гудрона. Сколько дней эта птица провела в смертельной массе, остается только догадываться. На момент съемок наша съемочная группа попытались спасти пернатое, и даже не одно. Но, как оказалось, это не так просто. Предположительно, гудрон в буквальном смысле въелся в маленькое тело. Как отмечают ученые, в Туве нет ветеринаров, которые работали бы с птицами. У нас нет ветеринаров, которые работают с птицами. У нас только с домашними животными, с кошками, собаками и другими животными, ветеринары, в смысле вот коровы, скот какой-то. С птицами практически никто не работает. Два вида я видела, это удод и овсяночка, обыкновенная овсянка. Но птицы эти обычные, широко распространенные, но тем не менее, вот гибель птиц в таких условиях, это можно отнести к жестокому обращению с животными, потому что даже заморав слегка оперение, птица уже не выживет, она не сможет выжить. Отмыть ее невозможно. Мыть растворителями, которые растворяют битум, птица отравится сама испарениями от растворителя самого, а мыльными средствами никакими битум не отмывается. То есть птица, один раз заморав перья до такой степени битумом, она погибает однозначно. И это, естественно, наносит урон природе. Вообще-то это преступление против природы. Такого быть не должно. И это необходимо теперь эти разливы все ликвидировать полностью, чтобы никаких остатков даже не было там. Как сообщают опытные орнитологи, когда масса раскаляется, поверхность становится блестящей, и птица видит отражение, думает, что это вода, садится и остается в заложниках. Молодые особи, которые не имеют еще опыта жизни такой в природе, они, конечно, могут ошибиться и присесть на этот битум. Особенно если он представляет гладкую, такую блестящую поверхность, в которой отражается небо, как в воде. Особенно в зеркальные эти солнцезащитные стекла в окнах, когда устанавливают, птица их вообще не видит. Она видит небо, которое отражается в стекле, и летит. И многие птицы просто погибают, потому что на большой скорости, врезаясь в стекло, она получает травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, что смертельной жидкостью наполнены цистерны, бочки и другие емкости, гудрон здесь растекся и по почве, причем в не меньших масштабах. По некоторым источникам, раньше здесь находился асфальтобетонный завод, который давным-давно уже обанкротился. Так ли это на самом деле, нам предстоит еще разобраться. В этой цистерне до сих пор наполовину находится вязкая жидкость, которая напоминает гудрон или битум, который по сегодняшний день вытекает и наносит большой вред окружающей среде. Учитывая то, что Вавилинский затон строится с огромной скоростью, а новые дома появляются как грибы после дождя, крайне опасное место необходимо ликвидировать или как минимум огородить. Даже сейчас здесь спокойно пасутся коровы. Сейчас мы попытаемся узнать, насколько эта масса глубока. Для этого воткнули длинную палку и сейчас кинем камень. Мы видим то, что камень проникает мгновенно. Теперь представьте, что на этом месте мог бы оказаться и ребенок. Исходя из практики инспекторов по делам несовершеннолетних, заброшенные здания и стройки всегда привлекают детвору. Представители МВД призывают родителей быть предельно внимательными. За 7 месяцев этого года было зафиксировано 78 несчастных случаев. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. То есть снижение на 29% по несчастным случаям. Однако летальные случаи у нас с детьми, они находятся на уровне. В прошлом году было 14 летальных случаев, и в этом году тоже 14. Наиболее частые несчастные случаи, которые происходят с детьми, это термические ожоги. Тут надо помнить родителям, что в
В первую очередь это они ответственны за жизнь и здоровье своих детей. И надо обязательно каждую минуту, особенно за малолетними детьми, следить. Бывают такие случаи, когда вот есть хозяйственный объект, он бесхозный, никто не знает, кто его хозяин, объект не огорожен, но тем не менее доступ туда свободный, дети там играют и получают, соответственно, травмы. Заброшенные стройки, здания, вот это все привлекает детей. Дети очень любопытные, они ходят по стройке. Если туда доступ не ограничен, это дополнительные риски для детей. На дворе конец августа, но органы власти пока еще никаким образом не отреагировали на первый случай. Напомню, что в начале июля в Туве представители МЧС спасли пожилого мужчину, попавшего в яму с гудроном. Тогда оперативному дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда поступила информация о том, что в районе Вавилинского затона, вытаскивая ягнят из ямы с жидкостью, туда же попал мужчина в возрасте 76 лет, который самостоятельно не смог выбраться. Для извлечения пожилого мужчины из ямы на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прошествии 1,5 часов мужчина был спасен и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. По информации мэрии столицы, для уточнения принадлежности территории ими был отправлен запрос в Росреестр. Возможно, что данный заброшенный объект находится на стыке 2 районов. Ответ на этот вопрос и на главный, кто все-таки несет ответственность за этот бескрайний экологический беспредел, мы будем искать ответ и об итогах поиска расскажем в нашем следующем материале. Айраса, Владимир Суртюк, Айдын Кулар, Тува 24.